Будь-які зміни у внутрішньому законодавстві будь-якої країни не можуть нівелювати її зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права і дотримуватися договорів, де вона виступає як одна із сторін. Тож Росії все одно доведеться відповідати за порушення норм міжнародного права. Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, как вы сейчас услышали, заявила, что конституционные поправки, закрепляющие суверенитет и территориальную целостность России, никак не повлияют на незаконность оккупации Крыма с точки зрения международного права. Ну, для начала, Верховную Раду, вот мы сказали, зарегистрировали вот этот проект постановления. Как вы будете за него голосовать? Это прорабатывали мои коллеги, то есть непосредственно наш комитет не есть инициатором, но, конечно же, идею мы поддерживаем, рассмотрим. Возможно, там будут какие-то технико-юридические коррекции, но в общей сложности, конечно, я готова его поддержать. Вот вообще, что вы думаете по поводу проведения незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма? Что тут можно думать? Это продолжение той негативной для нас, в том числе и для россиян, политики, которые проводит Русская Федерация. И, в принципе, это вполне логичное продолжение. Они постепенно ограничивают права и свободы и закрепляют оккупационные инициативы, и также цементируют тех субъектов власти, которые на данный момент руководят страной. Фактически Точнее, мы знаем одного, одного, это даже говорить не совсем корректно, потому что там, где один, это в общей сложности вся такая верхушка, да, аффилированная. И, соответственно, мы знаем, уже не раз обговаривали, что это так называемое обнуление сроков, да, и с одной стороны, с другой стороны, это изоляция от международного права, что было в том числе упоминание от Министерства МЗС. И третий компонент – это закрепление территорий, которые были приобретены незаконно, да, в международной площади. Да, если говорить о Крыме. Именно оккупированные, но фактически это подмена понятий, еще один шаг для того, чтобы изолироваться и удержать.